Но, к сожалению, не имплементируют это в жизнь реально. Это касается, кстати говоря, многих мусульман сегодня. Есть один аят, в котором Аллах Субхану ва Тааля что говорит? О рабы Аллаха, бойтесь Аллаха надлежащим образом, как сказал об этом Всевышний Аллах в Коране, и покидайте этот мир только лишь мусульманами, а после. Дорогие братья, если посмотреть на нашу умму сегодня, на всю мусульманскую умму в целом, то мы столкнемся реально с множеством количеством проблем. Проблем, которые можно и нужно решать. Но в большинстве своем, к сожалению, наша умма сегодня предпочитает жить историей, предпочитает жить несбывшейся мечтой, предпочитает все время читать про идеалы, на которые надо равняться, на пророка, на сподвижников, да будет он. Но, к сожалению, не имплементирует это в жизнь реально. И это в целом наша реальность сегодняшняя, мусульманская. И когда это анализируешь и думаешь об этом, тут не хочешь, параллель проводишь. Параллель с кем? Что самое интересное? Параллель с предыдущими народами. То есть с иудеями и христианами, которые сказали так, да, в Коране Аллах Субхану ва Тааля их устами что говорит? وَقَالُوا لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًى أَوْ نَصَارَى. Они говорили, они утверждали, иудеи, христиане, люди Писания, не войдет в рай никто, кроме кого? Иудеев или христиан. То есть претендовали на истину в последней инстанции, и Аллах это опровергает, говорит, вот тилька аманiyuhum, и это их мечты. И словно мусульмане сегодня оказались в подобном положении. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что самое интересное, предупреждал об этом. Он говорил, вы последуете их примеру, народам тех, которые жили до вас. И так, что будете следовать по пятам их. И даже пророк сказал, и даже если они залезут в нору, змеи или ящерицы, то вы залезете в эту нору. Такой метафору, образ дал. И сподвижники удивились и спросили, а кто это? Он сказал, а кто же другой, кроме иудеев и христиан? И мы словно оказались в таком положении. Или обратите внимание на этот аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Аллах и шайтан, сатана, иблис приукрасил грешникам, неверующим их деяния. Почему так происходит? Потому что люди заблуждаются. Считают то, что они делают, считают свой образ жизни красивым, считают себя красавчиком. Или Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Баль зуйина лилладина кафару макруху». Однако было приукрашено тем, которые не уверовали, их хитрость. «Васадду ани сабиль». И они отошли от пути. «Ама юддали лилля фама лаху минхад». А кого Аллах сбьет с истинного пути, того уже никто не наставит на истинный путь. Я надеюсь, эту тонкую мысль вы правильно понимаете. То есть сегодня мусульмане, причем разбившись на секты, на течения, на группы и так далее, как это произошло с иудеями и христианами, претендуют, мы на истинном пути, никто другой. Прямо, косвенно, кто-то более категорично, кто-то менее категорично претендуют на исключительность. Например, причем у каждого джамаата своя какая-то идея, да? Например,
кто-то считает сегодня среди мусульман, что должны заниматься исключительным даватом, призывом. Даватом правильно, надо заниматься, нужно заниматься. Но не надо сужать дават до каких-то узких пределов. Мы должны нести, это основная задача, миссия, донести всему миру ля иляха илlallah Мухаммада Расулуллах. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и пророк Мухаммад, его раб и посланник. Но мы должны понимать, что если брать, например, эту географию, да, человек принял ислам, вот он принял ислам, но это всего лишь 15%. Чтобы он укрепился в религии и его образ жизни соответствовал исламу полноценно, что для этого нужно? Нужны центры, нужны уроки, нужны занятия, нужно то, нужно это. То есть неправильно ограничивать дават исключительно донесением истины. Сказал человек ля иляха илlallah, и все. И на этом миссия закончилась. Вот в чем нюанс. Или же другие утверждают, например, что надо заниматься образовательными процессами в умме, школы и так далее, и так далее. Это правильно, но не исключительно. Проблема в чем? Мы можем открывать школы, можем открывать медресе, можем много еще открывать. Да, будущее за детьми. Но кто даст гарантию сегодня, что... Вот, посмотрите на мусульманский мир, что там мало школ? Ну где гарантия, что наши дети в тех же мусульманских странах, аморфных мусульманских странах, будут жить полностью 100% мусульманскому, исламскому образ жизни будут вести? И можно встретить сегодня и нередко, и кажется это вообще как бы абсурдом, но есть реально мусульмане, которые совершают хиджру с мусульманских стран, с арабских стран в Европу. Есть ученые даже, которые, чтобы зарегистрировать какую-то лигу, ассоциацию, выбирают не законодательное поле там, какой-то мусульманской страны, а европейское законодательное поле, чтобы ее зарегистрировать. И такое есть. Почему эти процессы происходят? Я про это. Третьи говорят, что исключительно борьба на пути Аллаха, джихад на пути Аллаха – это решение всех проблем. Да, джихад, борьба на пути Аллаха – это вершина, это пик, о чем сказал посланник Аллаха. Но исключительность не в нем. И, во-первых, до этого пика надо дорасти. Да, во многих аятах, где Аллах Субхану ва Тааля говорит, боритесь на пути Аллаха, имеется в виду физическая борьба. Практически во всех. Но это опять же не исключительно. Есть один аят, в котором Аллах Субхану ва Тааля что говорит? وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. Если бы мы пожелали, то мы бы отправили каждому селению увещевателя, то есть пророка, посланника. فَلَا تُطِعَ الْكَافِرِينَ. Ты не подчиняйся неверующим. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. И борись с ними большой борьбой. Теперь, что говорит Ибн Аббас по поводу борись с ними большой борьбой? Он говорит, борись с ними посредством Корана. И более правильное, более объективное мнение, что этот аят был ниспослан в мекканский период, и здесь имеется в виду борьба словом, борьба посредством Корана. И всем вам известно сообщение, которое не является хадисом. Кто говорит, что это хадис, он лжет на пророка. Это не есть хадис, но это есть изречение Табиуна, известнейшего Ибрагима ибн Абли, который сказал, мы вернулись с малого джихада, имея в виду военное противостояние, к большому джихаду, имея в виду борьба с страстями, с грехами и так далее. Это не слова пророка, подчеркиваю, саллаллаху алейхи вассалям. Это слова Табиуна, и это достоверное сообщение от Табиуна. И Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, подчеркивает, что это смысл есть верный в религии, и что это правильно, в том числе ссылается на аят, который я только что привел. Но, к сожалению, что мы видим на сегодняшний день? Мы видим
Джихад на самом деле, борьба на пути Аллаха, это часть успеха, как и образовательные процессы, как и процесс давата и так далее. Это основная мысль, которую я сегодня пытаюсь вам донести. И те, которые претендуют на исключительность, они впадают в ошибку и совершают очень много ошибок. Очень много ошибок. И мы можем видеть эти ошибки сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Если бы брать последний пример, то мы видим историю и Кавказа, и Сирии. Много ошибок. Ислам, дорогие братья, это религия действий, конкретных действий. Причем здесь и сегодня. Это религия не каких-то там идеалов, не сбывшихся грез, мечты и так далее. Ислам – это религия действия. И сегодня мусульмане должны быть успешными. У них должна быть история успеха. Мы должны, если мы хотим реально, чтобы ислам распространялся, чтобы в Украине было как можно больше мусульман, то мы должны формировать эту историю успеха. А не поддаваться каким-то мечтам, грезам и жить какими-то идеалами. А когда речь доходит до конкретных действий, там неуспех, тут просак, там обманул, тут подвел, там дал обещание, там женился, развелся, я не знаю, там вроде бы школа открылась, закрылась. А нас возьмешь только такие примеры, к сожалению, на сегодняшний день. Дорогие братья, в день Джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает мольбы. Я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лякум. Таким образом, братья, ислам – это религия действий, конкретных действий. Ислам – это религия успеха. Обратите внимание, я подобрал подборку, сделал. Изречений посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И все эти изречения начинаются или на тематику «Кто лучший из вас?». Именно «лучший из вас». Что значит «лучший»? Значит, обладатель успеха, причем не просто успеха, самого лучшего успеха. И они касаются, смотрите, Корана, нрава, долгов, безопасности, семьи, приветливости, отсутствия враждебности, мягкости к братьям, множество благих дел, абсолютной пользы во всем, в отношении друга, соседей, относительно сердца, языка. И обратите внимание на все эти формулировки. Что говорит посланник Аллаха? Он говорит: лучший из вас тот, кто изучил Коран и обучил ему других. Бухари. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: лучший из вас тот, кто обладает наилучшим нравом. Бухари. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: лучший из вас тот, кто наилучшим образом возвращает долги. Очень злободневная тема для мусульман. Очень. Взял $5000 и все, и забыл, и уехал. Реальные примеры из жизни, причем современные. Лучший из вас тот, от кого ожидает добра и не ждут зла. Это все слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Лучший из вас тот, от кого ожидает добра и не ждут зла. Хадис достоверный, Тирмизи. Это касается, кстати говоря, многих мусульман сегодня, которые что делают? Обманывают себя и начинают заниматься чем? Грабежом, оправдывая это. Непонятно чем. Вот чем только непонятно. Реально занимаясь грабежом. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: лучший из вас тот, кто в наилучших отношениях со своей семьей. Тоже злободневная тема. Женился, развелся, женился, развелся. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит:
лучший из вас тот, кто кормит других и отвечает на приветствие. Хадис достоверный. Мягкость, братья. Тоже очень важный вопрос. Учитывая менталитет восточный, горячий. Пророк ﷺ говорит, лучший из вас тот, чьи плечи мягки в молитве. И пророк ﷺ говорил, мягкость, она украшает все. А жесткость что делает? Портит. Пророк ﷺ говорил, лучший из людей тот, чья жизнь была долгой, а дела его были благими. То есть тот, кто постоянно приносил добро, делал добро людям, благо людям. Пророк ﷺ говорил, лучший из людей тот, кто является самым полезным людям. Не самым полезным верующим, не самым полезным своим братьям в своем джамаате, как некоторые это так понимают, да? А именно людям, то есть верующим, неверующим. Лучший из людей тот, кто является самым полезным людям. Хадис достоверный. Пророк ﷺ говорил, лучший из друзей тот, кто относится наилучшим образом к своему другу. А лучшим из соседей перед Аллахом является тот, кто относится к своему соседу наилучшим образом. Тоже злободневная тема. Реально. Многие из нас вообще не знают, чьи их соседи. Соседство в исламе — это особенная тема. Пророк ﷺ говорил, лучший из людей тот, чье сердце чистое, а язык его правдив. Сподвижники спросили, правдивого языком, то есть мы понимаем, кто это. А кто же он, который чист сердцем? На что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, это обладатель чистого, богобоязненного сердца, на котором нет греха. Нет греха, притеснения, ненависти и зависти. Нет греха, притеснения, ненависти и зависти. Хадис достоверный. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он нас сделал успешными в этой жизни. И я прошу Всевышнего Аллаха, конечно же, чтобы мы были успешными в той жизни.